проблема белорусского бизнеса, что люди как бы не рассчитывают, что он будет продолжаться 25 лет. Все равно Беларусь потенциально невероятная предпринимательская страна. Пираты это были бизнесмены, Новое они платили знание. налоги, они вели свою деятельность. Это считалось бизнесом. Хочется мутить тему, хочется там движ создавать, делать гешефт, в зависимости от степени белорусскости. Я не думаю, что клиник хороший бизнес. Господи, только не клиник. Нет, только не клиник. Он программист, чуть больше повезло в жизни. И получается, Как бы- что у нас очень дорогие деньги, очень дорогие ресурсы. Мы вас там не порежем, как розмарин, да, Да. на кусочки. Белорусское общество варилось не просто в кастрюле, а в мультиварке под давлением. Нормально, хорошо. Нормально? Нормально. Клиенты менее требовательные, Да. они меньше нас ругают, они платят больше денег. Мое лучшее вложение в моей жизни – это был один пылесос, что за $300, потому что он окупился 100 раз. Большинство испаноязычных людей в Беларуси живут в Солигорске. Такой хороший, добрый белорусский стоицизм. Благородная отрыжка социализма. Да? То есть... Почему мы знаем так мало фамилий белорусских бизнесменов? Почему у нас на слуху 2-3 компании и больше ни о чем мы не слышали и не знаем, если только мы сами не вращаемся в этом бизнесе? Это вопрос вопросов. И вопрос, который мы перетрем сегодня. Почему так мало бизнесменов мы знаем? А ведь это люди, которые должны быть прям в первых рядах популярных личностей. Томаты. Томаты чрезвычайно полезный продукт. И помимо этого они красного цвета, что само по себе делает наш продукт как бы более привлекательным, что ли. Сегодня мы приготовим томатно-фасолевый суп, крем-суп. И добавим к нему жареные на гриле крутоны. Достаточно простое блюдо, но очень хорошо согревающее, очень уютно дополняет такой вечерний интерьер выходного дня, например. А можно и не в выходной день, если есть время поготовить в будни. И сегодня мой первый гость, попробую назвать его Ваня, потому что как-то я знаю его с очень юных его лет. Это Ваня Шило, который является уже теперь большим предпринимателем, и мне очень нравится тот бизнес, которым он занимается. Он делает наши квартиры и наши дома чище каждый день. Привет, дорогой. Рад тебя видеть. Я знаю, что ты особо не готовишь. Вообще не готовы. Вообще не готовишь. Да. И поэтому я тебя не буду утруждать. Это главное, чтобы ты тогда говорил. Я попробую. Хорошо. В рамках заданной темы. Значит, смотри, я буду параллельно рассказывать, что я делаю. Может, вдруг тебя это подтолкнет к готовке, да? Ну, просто у меня было 2 шутки, почему я не готовлю. Первая, она такая, типа, про Алексея Талая, что я... Можем шутить про Алексея? Что я немного как без рук. Как он в жизни, так я вот на кухне. Вторая шутка про то, что меня первый раз задержала милиция белорусская в 10 лет. Я клеил замечательные наклейки «Зубр». Была очень красивая визуальная кампания в 2001 году. Знакомая. Да, вот. И меня, там, естественно, я был задержан, несмотря на то, что мне было 10 лет. И я в целом готовился быть белорусским революционером, а белорусского революционера кормят 3 раза. Твоя трансформация из таких freedom fighters в бизнесмены, это логично для тебя было? Ну, меня просто... Тяжело уживаться с кем-то, когда у тебя есть там начальство, да, то есть меня выгнали из школы, из моей оппозиционной организации и из Белсата, где я работал журналистом. Соответственно, с своего бизнеса выгнать чуть сложнее. Но... И это возможно, я, честно говоря, просто так получилось. Это какое-то стечение разных обстоятельств. Я думаю, что тебе сейчас стоит поблагодарить тех людей, которые тебя выгоняли. Когда ты решил создать бизнес, и как это решение было, и почему именно клининговая компания? Очень важно сказать, что я это делаю со своим братом, и это было совместное решение изначально.
Он программист, ему чуть больше повезло в жизни. У него было излишек денег, а я был журналистом, у меня этого излишка не было. Да, но и он говорит, что давай мы попробуем найти какой-то вариант применения этим деньгам. Если ты что-то придумаешь, то будет окей. И я как раз на днях увидел, на тех днях, это было там 6-7 лет назад в Минске, я увидел рекламу клининговой компании, где просто, это, естественно, не наш, там другой. Я посмотрел, что стоит недорого, что там можно сразу заказать. То есть меня эта мысль порадовала, что можно заказать уборку. И это, оказывается, достаточно доступная услуга. Мы просто ее скопировали, собственно, всю идею. Тут нет какой-то... Мы просто подумали, что... Мы посмотрели, как сделано у них, как сделано где-то там в других странах, и мы подумали, что можно сделать чуть-чуть лучше. То есть никакой там супер идей. А клининг, низкий порог входа, то есть надо купить там пару пылесосов. Пару пылесосов, да. У меня приятель, который тоже занимается клинингом, он сказал, мое лучшее вложение в моей жизни, это был один пылесос, что за $300, потому что он окупился 100 раз. В клининге очень маленькая маржинальность, да, то есть сложно, например, придумать что-то красивое, сложно делать там красивые рекламы или вносить много инноваций, да, а вот эта вот борьба за возвращающегося клиента, она очень важна, то есть намного более важна, чем в другом бизнесе. Согласен. Да? То есть в клининге это прям вот такая вот, я не знаю, как описать, очень маленькая территория, где ты можешь себя почувствовать спокойно хотя бы один день, да, то есть ты борешься там буквально... больших этих офисных зданий. Там, вот это получше бизнес, потому что там долгие контракты. Но он тоже клининговый, просто это, как я понимаю, на рост. Но мы им не занимаемся. Ну да. То есть как бы наша стезя — это уборки квартир, где сложно, потому что человек сразу предлагает работать напрямую. Мы в сливочное масло бросаем чеснок и розмарин. Я так могу кивать головой, Я не очень понимаю даже, что такое Я тебе могу розмарин. объяснять. Розмарин это вот такая травка. Ты ее понюхай, и ты сразу поймешь, что это такой очень характерная какая-то история. Да? И вот она и даст супу такой очень характерный привкус. Получается так, допустим, условно говоря, Польша прожила кризис мировой в 2008 году, почти этого не заметив. Да. Потому что все деньги были в малом среднем бизнесе. Все продолжали друг друга покупать, продавать, спокойно существовать и так далее. У нас, значит, система бухучета какая-то безумная. Нормально. Нормально? Хорошая. УСН это вообще легенда. Это одно из... УСН это упрощенная система налогообложения. Это одно из лучших... маленький там до $1 миллиона рублей. Долларов. То есть в это впишется очень много бизнесов. УСН это действительно была хорошая система, которая позволяла эти деньги как раз не считать. Бухучет был такой: 5% плати налогов и дальше занимайся чем хочешь. Это почти мечта там предпринимателей. Многие белорусские предприниматели, которые приезжают в Польшу, они не понимают, как устроен НДС. Не потому, что они плохо занимались бизнесом, просто они никогда с этим не сталкивались, да, потому что НДС это базовый налог во всем мире, но в Беларуси большинства бизнесменов он не касался, потому что у них не было там выручки, я вот боюсь чуть-чуть с цифрами, но это нормальная выручка, которая позволяла большинству бизнесов работать, платить нормальные налоги. Другая проблема, что про это никто не знал. То есть власть точно осознанно не строила коммуникацию, что смотрите, на самом деле бизнесом заниматься нормально, да, мы вас там не порежем, как розмарин, да, на кусочки. Вы как бы можете прийти и поработать. И у вас будет простая система с налогами, и все класс. Этого точно не было. Потом люди приходили, я приходил, мы как бы начинали бизнесом заниматься, что вообще потрогать, как это вообще устроено. И мы удивились. Мы пришли, а сразу просто нарушили, не заплатили налоги. Я не знал, что налоги платятся ежеквартально. Я точнее не понимал, как квартал устроится. Я думал, я поработаю 3 месяца, потом плачу налоги. Оказывается, это фиксированная история, что там просто есть как бы эти, да, 4 квартала. И я пришел и просто вот такими глазами говорю это там налоговому инспектору, что, я типа не знал. И мы там просрочили этот платеж. Она говорит, да ок, я сейчас типа задним числом все оформлю. Задним числом есть, оформлю. как бы, да. Я тебе скажу, Великобритания.
О, я знаю, как в Британии сделано, да. С тобой как с детем. Долго уговаривает. Ты же тут посмотри, а это посмотри, ты же сделай. Ну, так Ты же это потому что ты можешь прийти и сказать, елки, просчитался. Никто не говорит тебе задним числом, я оформлю. Они говорят, давай сейчас будем исправлять все. Давай, это ты проплати, это сюда, это туда. Вот так. Ну, это я ходил в британское посольство, там приезжают люди из Британии, они рассказывают в Польше, полякам, ну, и белорусам поскольку там, да, как устроены налоги в Британии. И они говорят, блин, там, типа, никаких штрафов нету, все можно подать, исправить там в течение 180 дней. Но просто тут государство ведет целенаправленную коммуникацию. Оно приходит и рассказывает, как классно с налогами. У нас этого вообще не было. Вот Типа, это не было устроено. Но я думаю, что это вот ситуация там 5-4 лет. Ну, так просто получилось, что не было как бы приказа сильно этим заниматься. Ну, просто тебе получилось. Теперь добавляю фасоль. И коли мы коснулись Великобритании, то знаешь ли ты, что при Елизавете, не в Елизавете II, а той самой первой Елизавете, при ней бизнесменами были пираты. Да, я не знаю. Пираты это были бизнесмены, Новое они платили знание. налоги, они вели свою деятельность. Это считалось бизнесом. Ты понимаешь, откуда пришла позже вот эта налоговая лояльность, да, что мы все поправим, все это. Потому что вот у тебя даже пираты были, они даже платили это. Давайте тут уже просто будем договариваться. Просто с ними был особый договор. Да. Ну, договоры и вообще вся вот эта история про бизнес, это тоже про традиции, да, про понимание, как это все работает. В Британии, в Лондоне очень старое метро, да. Чтобы его построить, там же не было так, что 1761 год. Да. История в том, что это было партнерство государства и бизнеса. Бизнесу нужно было возить рабочих куда-то. Они решили, что нужно внедрить какие-то новые технологии, сделать метро. Да. Они договорились с государством, с городом, спланировали, где построить эти станции, но они пошли в банк, взяли кредит. Да, абсолютно. Да, абсолютно. то есть. И когда ты читаешь, как это происходило... То же самое с каналами, которые поверху, да, и то же самое с дорогами, которые поверху в самом Лондоне. Получается, что это 3 уровня, все это строилось за счет банковских кредитов. И у них были консультанты, у них были адвокаты. И когда ты читаешь всю эту историю, как строилось лондонское метро, там есть супер много понятных нам сейчас терминов, да, и вообще конструкций. Абсолютно. Но этим конструкциям получается 180 лет и больше в Британии. То есть там много поколений людей, они занимались бизнесом, и для них это понятно не 10 лет. Да. В Беларуси бизнес в такой степени, он пришел там условно 30 лет назад, но белорусский бизнесмен сегодня, он там мало знает, как получить кредит, да, потому что... И получается, что у нас очень дорогие деньги, очень дорогие ресурсы. То есть, если мы говорим про... Ну ладно, Великобритания, любую европейскую страну берем, это мы можем не упираться на одну Великобританию, которая там, конечно, самая старая демократия, а любая другая страна. И существует огромное количество всяких акселераторов финансовых, всяких возможностей получить даже беспроцентные деньги, получить инвестиционные деньги, получить банковские кредиты под льготные проценты. Особо приветствуется малый и средний бизнес и так далее. У нас все это есть или нет? Ну, у нас, естественно, есть кредиты, просто проценты как бы чуть-чуть повыше. Чуть-чуть повыше, а покупательская способность пониже, да? Ну, вся прогнозируемость. В этом же как бы говорят, что проблема белорусского бизнеса, что люди как бы не рассчитывают, что он будет продолжаться 25 лет, да? То есть, соответственно, ты когда что-то начинаешь планировать, большинство людей, они просто думают, что надо вот заработать быстро сейчас, там, в течение нескольких лет, потому что через несколько лет ситуация может поменяться. То есть у нас быстро меняются законы, абсолютно. Быстро меняется политическая ситуация. Быстро меняется курс валют. Очень часто, да, есть проблемы с курсом валюты. Точнее, скажем, или он с внезапно покупкой. меняется. Да, то есть, соответственно, люди как бы живут в таких условиях короткого Добавляют планирования. томаты. И, ну, кредиты можно получить, ну, там тебя назовут цифру, например, там 30%. Соответственно, а как ты заработаешь... если тебе надо выплачивать 30%, вот этот парадокс, когда банкиру говоришь, слушайте, доллар стоит уже там 7 лет, а вы мне заряжаете 30% кредит. Почему? Ну, ясно, что никто, это уже вопрос риторический. Но почему? Почему цены на нефть падают, а цена на бензин в Беларуси растет?
Я не знаю. Я не знаю. В этом нет... Я понимаю, почему мы с тобой не знаем. В этом нет логики. Я понимаю, потому что я Беларусь тоже достаточно просто слабая экономика. Да? Я думаю, что не банки слабая тоже, как бы, экономика. находятся... А есть человек... Есть ставка или- рефинансирования, которая потом влияет на ставку кредитования. Нет, да? Вань, Соответственно, ставка рефинансирования и ставка как кредитования бы- здесь, я думаю, ни при чем. У нас слишком много... Смотри, огромный государственный аппарат, раздутые штаты в этом государственном аппарате, куча присосок и примочек, огромное количество спецслужб и военных, и ГБшников, и ментов. Да? И всех их надо кормить. И поэтому надо добавлять и добавлять и добавлять на цену нефти, чтобы эту прорву всю народа прокормить. Ну, так же Ну, получается. в 2015-2020 году было ощущение, что это вы нас только не трогайте, мы прокормим. Дайте нам работать. Сильно как бы к нам не лезьте, сильно не мешайте, не садите там в тюрьму массово, там, не вынуждайте нас уехать, и мы в целом как бы справимся. Смотри. Мы налоги заплатим. Когда я всё был, будет когда типа я ок, был но- приблизительно твоего возраста, и грянула перестройка, Так. и был 91-й, когда развалился Советский Союз, черт бы с ним побрал, да, и до 94-го, когда Советский Союз вернулся, да. Вот эти 3 года, 4, их называют таким белорусским ренессансом. Да, там была куча проблем, я сам там попадал и под чеченов, под их мордобой, и под что только, какого только говна не было, да, Так. но там была какая-то понятная игра, то есть понятно, что все как-то хреновато, какие-то моменты, да, но оно как-то логично двигалось. Логично, ну даже вот эти какие-то сейчас фиктивные совершенно конторы, типа Союз предпринимателей и прочее, даже они как-то работали. Они чего-то добивались, проговаривались с депутатами, решали, помогали, снижали какие-то, смягчали законы и так далее. И получается, что это все работало. Вот это. Сейчас ты говоришь про новый белорусский ренессанс уже в эпоху диктатуры, да? То есть как бы 15-19. Мы опять 4 года. Ну, И такими, вот было да. что-то хорошо. Но это, по-моему, и то было нехорошо. потому Не, что я не и говорю, это, что по-моему, было нехорошо. хорошо. Просто относительно того, что было там Ну в да, 2002-2006, это было поярче. Просто Ну да. добавилось чуть больше цветов, чуть-чуть появилось там фэнси каких-то мест. Я говорю, было. что это на самом деле все было... Ну, когда ты находишься в этом, да, тебе это нравится, потому что вообще стратегия любить место, где ты живешь, она неплохая. Она да? хорошая. Как Более бы того, тебе для ментального здоровья это тебе надо позволяет бы... не уходить от налогов. Ты понимаешь, куда эти деньги идут. Да. Что касается вот непосредственно создания там бизнеса, да, ты приехал, сколько у тебя заняло для того, чтобы пойти первую квартиру, чтобы твои люди пошли ее чистить? Ну вот мы приехали в октябре, наверное, в конце ноября мы сделали заказы какие-то, но надо помнить, что тогда был коронавирус, и Варшава была немного закрыта. Это отражалось на всех сферах, в том числе на сфере уборки. Соответственно, ну быстро, 1,5 месяца, месяц, ну как бы у нас до этого были знания, как-то все. Сколько тебе бы понадобилось времени сделать то же самое в Минске? А точнее, сколько понадобилось тогда? Не, в этом смысле в Беларуси быстро. Я Быстро? не могу ругать, нет. В Беларуси кое-как существует система там полуонлайн регистрации. То есть, ну короче. Она реально работает? Да, она реально работает. То есть, типа, зарегистрировать бизнес в Польше может быть дольше, чем в Беларуси. В некоторых сейчас странах, будет но. в некоторых странах это может быть очень долго. Допустим, Германия, да, это может быть там 3-5 месяцев, да, то есть там есть много как бы нюансов. Ну, это нюанс. В Беларуси да. вот, что касается регистрации бизнеса, в целом это существовало плюс-минус. Ну, проблемы были другие, то есть вопрос был не зарегистрировать бизнес, да, тут как бы все ок. Вопрос был в том, что правила менялись игры достаточно быстро. Здесь? Ну, в Беларуси. А, Как в Беларуси, бы да, ты открыл да. бизнес, Здесь живешь, сложно смотришь представить, что- светлое завтра, а завтра приходит 20-й год, послезавтра приходит война, и ты как бы вот на этом всем. Зато Твои не приходит клиенты- пандемия. Единственная страна в мире, где не было пандемии. Ну, у бизнеса... Не, ну как бы там же была история про то, что тогда был пример Румас,
Да. И они вот все возились с каким-то декретом, там, законодательным актом, что бизнесу дадут поддержку. Мы же общались с другими белорусами, которые живут в других странах и занимаются бизнесом. Они получали от государства Да, везде. дотации. Да, и это было... Даже- это были даже нормальные бедность. деньги, да, то есть они позволяли переждать вот как бы... То есть в Беларуси не было пандемии, но клиенты сознательные, допустим, клининга, и мы как клининг говорили, не заказывайте уборку. Типа, мы не будем рассказывать вам историю про то, что клининг борется с коронавирусом, как там некоторые делали в нашей сфере. Ну, это типа какие-то сказки. Мы Ну, просто говорили, как бы, давайте вы сейчас не будете заказывать. Если хотите, купите какой-то купон там на будущее. Мы не знаем, как все будет, типа, и просто и это был огромный спад, и все ожидали от бизнеса, от государства какой-то помощи Какой бизнесу. поддержки. Ну. И они же сделали действительно этот документ, там возились с ним несколько месяцев, и в этом документе в итоге просто появилось чуть больше проверок. Реальной помощи для бизнеса не было. То есть там было написано, что можно получить льготы там, на аренду помещения, но на практике они не получались. Понимаешь, вот ты Не получались. британцу это Да. рассказываешь, и он такой, а каких проверок? Да, и там же были тоже Он уже... говорит, ну, разных проверок. В смысле? Вы что проверяете вообще? Мы за столом, у нас вакансия, и сейчас придет наш второй гость, это Александр Маслов, который вообще-то из медицинской сферы, это владелец стартапов, и вообще как бы с ним будет интересно поговорить о вообще новых технологиях и о том вообще, как можно поворачивать бизнес сейчас вот в тех условиях, которые есть, особенно бизнес, который специфический, да, то есть вот, что мне было крайне любопытно. Поэтому вот он и идет. Известен как Александр. Переводится. Ваня, Александр. Саш, мы приготовили тут с Ваней супчик. Мы это... Это томатно-фасолевый суп. Очень надеюсь, что тебе понравится. Класс. С крутонами. А кто готовил? Готовил Ваня, я помогал. Very British. В чем-то да, кстати, потому что они любят вот эти крем-супы. На самом деле преуспели, особенно в последнее время, когда огромное количество продуктов стали такими модными, да, там типа тыква, арбуз, кайл, прочее. То есть, и ты такой не думал, не гадал, вдруг свекла стала, или свекла, точнее сказать, или бурак по-нашему, она стала просто модным продуктом прям. То есть это ты в любом ресторане находишь там несколько блюд из свеклы и точно так же и там, допустим, всякие арбузные салаты и прочее. То есть это на самом деле, мне кажется, очень сильно изменяет кулинарию. И в связи с этим я про бизнес, что это же и это те же тенденции в бизнесе, как мне кажется, да, то есть сейчас многое меняется, вот, в том числе там условно искусственный интеллект, да, то есть который приходит и вдруг мы живем в новой реальности совершенно, и вдруг какие-то люди из бизнеса вылетают, да, какие-нибудь условно там графики, да, а вместо них приходят какие-то операторы АИ, которые уже новые графики, то есть и мы как-то вот в этом во всем живем. Мне просто не очень хочется сводить все к политике, что политика виновата, что бизнес там в Беларуси там. Не во всем же виновата жена. Абсолютно, абсолютно. И вот знаете, какую штуку, прежде чем первую ложку мы съедим, я хочу сказать. Стереотипно для людей бизнесмены – это люди, которые гонятся за сверхприбылью. То есть это деньги, деньги, деньги. Я буду первый. Ну ты первый, это ты сейчас будешь тут фрондерствовать. Мне сверхприбыль не нужна, просто прибыль. Ну да, но видишь, а вообще сидит Марья Ивановна, смотрит программу и говорит, врут.
Врут собаки, хотят денег. Но на самом деле, вот у меня там есть знакомые, кто-то хотел какой-то продукт, который он придумал, хотел его предъявить рынку. Кто-то хотел отработать какие-то свои бизнес-модель, которую он придумал, и проверить ее. Да. Кто-то из соревновательного принципа, да, то есть как соревнуется с собой предыдущим или с каким-то другим. Много поводов, да, и меньше всего это вопрос про деньги. А многие еще и вваливают деньги свои же, а потом не могут их отыграть, да, но пытаются проверить свои эти. Что вы на этот счет думаете? Вот сначала на первую ложку и потом ответ. Да, первую ложку попробуем. Если предприниматель хочет творить, у него есть желание создавать, он идет в бизнес. Вот почему мы приготовили еду, вы приготовили, точнее, ты приготовил. Потому что захотелось создавать. Ведь можно заказать. Да, и вот это желание созидать, оно не всегда рационально. Абсолютно. То есть хочется мутить тему, хочется там движ создавать, делать гешефт, в зависимости от степени белорусскости. Есть 3 термина. Да. И от эпохи. Вот. Но по сути, то есть есть какой-то драйвер. Есть разный бизнес. Есть бизнес, который залазит в любую дырку по всему миру. То есть это первая разведка. То есть это одна категория, одна энергия. Есть бизнес, который строит систему, процессы, полирует такую Икею, каждый цент, структура, все прозрачно, масштабируемо. Другая история. Третья история – это смешать инноваторов и другую энергию, и придумать наукоемкий прорыв, и сделать на этом деньги. Это 3 разных бизнеса, 3 разных вектора. А бизнесов может быть еще больше. Что движет этими людьми? У каждого своя история. То есть вообще идеально сбалансированный человек – это как пицца. Он круглый, спокойный, стабильный, ему ничего не надо. Он живет свою жизнь, у него есть дети, он получает образование, немножко ему хватает ресурса, он немножко путешествует. Он сбалансированная личность. Но если у тебя перекос, временный или постоянный, ты начинаешь херачить какую-то тему. Так появляются великие предприниматели. Был ли там Дейл Карнеги счастлив в личной жизни? Говорят, что Говорят, нет. что нет. Вот. Как и доктор Спок. Не был хорошим родителем. Вот. Поэтому рассуждать о общей категории очень сложно. Но в любом случае это энергия. И в каком-то смысле общество так устроено, что часть людей обеспечивает безопасность общества. Они выбрались, они это умеют. Часть разделения труда. А кто-то, может быть, это не кастовая система, это разделение сфер внимания. Долбает, ищет что-то новое, созидает, мутит. И эта категория, вот возвращаясь к теме, которую ты назвал, белорусский бизнес, это наверное, неправильно сказать, что белорусские бизнесмены чем-то отличаются от других. Что в любом обществе есть одинаковый процент придурков. Отличаются только условия, да? Условия. Существуют. Если бы мы жили длинную жизнь, мы были бы все в одинаковых условиях. Так нам достается сходу какая-то инерция. Инерция в 30 лет. Огромное количество отягощений. Кому-то наследство, кому-то титул, кому-то постсовок. Но в постсовке тоже есть титул, наследство. Ты где в этом? Я из давней династии врачей, то есть я стал хирургом осознанно, хотя меня все отговаривали. Родителям отговаривали? Да, потому что это очень узкоспециализированная вещь. Я получил классное бесплатное медицинское образование. У меня хорошо получалось, я написал диссер, но я принял решение, что работа специалиста – это сделка. Ты продаешь свой остальной фокус в обмен на очень глубокое копание в одной теме, а общество, система тебе возвращает давай это. Вопрос, который хотят задать люди, которые смотрят нас. Почему люди идут получать медицинское образование, при этом понимая, что в Беларуси их ждет мизерная зарплата, а учиться им надо, сколько там, 12 или там 14 лет? Сколько? Какая в этом логика? Логика здесь не пахнет. Проблема, основная проблема Беларуси,
с большим уважением к всему, но мы в каком-то смысле пришли с необитаемого острова. То есть мы очень долго были в изоляции. Большинство людей живут по инерции. Да. Во всем мире это проблема. Вообще ковид показал, что люди не умеют жить. Угу. У них нет понимания контроля над своей жизнью. А что говорить о белорусских студентах, у которых, с одной стороны, есть парадигма от родителей, что ты должен после школы выбрать, куда поступить. Никакого gap year, никаких путешествий. Угу. Мы не глобализованы, мы не поездили мир, мы не знаем, что покупают в Америке. Ну, в этом плане, кстати, чернобыльская программа для детей, программа Work and Travel обусловили целый класс, белорусскую айтишку, международные бизнесы. Светлану Тихановскую. Да, в каком-то смысле. Неожиданный такой поворот. Вот. И вот эти интервенции в майндсет, в установки, они помогают защитить общество от того, чтобы дети поступали в медный институт по инерции. Почему? Они расчетников не видели. Они не знают, то есть они не умеют продавать себя. Ваня, у тебя был такой же вопрос, почему идут в медицину? Нет, такого вопроса нет. Потому что, скажи, я в клининговой компании работаю, это та же самая Я фигня. хотел сказать про насколько важны эти программы. Многие люди иногда так относятся скептически к грантовым программам обмена. Но если мы посмотрим, например, на выпускников Community Connections в Беларуси, программы американского посольства USAID, то много выпускников сделали бизнес. Абсолютно. Они просто поехали и посмотрели, что вообще как это устроено. Например, Юризисер, который посмотрел, что интернет — это как бы... Там же диспропорция была, что в Штатах была половина пользователей интернета, и в 96-м году или в 97-м в Беларуси вообще не понимали, куда это идет. Я тоже ездил, учился избирательным технологиям, но это не помогло. Да. Поэтому как бы очень... И вот эти вот программы в Солигорске, например, Солигорск — это самый популярный город, не самый популярный город, большинство испаноязычных людей в Беларуси живут в Солигорске. Они могут не закончить высшего образования, учиться в путяге, но знать испанский, знать, что в Испании пьют колу с вином, потому что очень много людей ездили в испанские семьи. Буквально тысячи, там, куча этих автобусов. Моя племянница, например, она и живет сейчас в Италии тоже. Она ездила по программам, их целый клан только в Италии. Это просто такие удивительные вещи происходят. Удивительно. Поэтому, если мы сами не определяем свою жизнь, за нас это делают либо негативные обстоятельства, либо позитивные. В данном случае за многих белорусских детей или подростков эти обстоятельства в позитивном смысле решили, показали мир. Но вообще в идеале, конечно, когда мы эту культуру традиций выбора своего пути, ответственность за свои шаги, за выбор бизнеса, профессии несем осознанно. И тогда никто не виноват, ни страна, ни юрисдикция. Но все равно Беларусь потенциально невероятная предпринимательская страна. Да, меня удивила вот эта цифра, что 2 года назад количество людей, работающих в частном бизнесе, превысило количество людей, работающих в госсекторе. Я понимаю, что, наверное, в госсекторе тоже сейчас приходится им поджиматься, да, потому что денег на всех не хватает и надо сокращаться. Но, тем не менее, то, что это превысило, это на самом деле радует. То есть я не знаю, тенденция ли это и почему это происходит, но факт такой, это приятный, по-моему. Белорусскому бизнесу нужна помощь, но не та помощь, которая видна сразу. Русскому бизнесу надо, чтобы мы, первое, не мешали репутационно. То есть мы должны избавиться от синдрома ноющей белорусской бабушки. Второе, мы должны показать, что мы секси, мы предпринимательская нация, мы найдем способ. Мы прорвемся. Мы хотим учиться, мы хотим от всего мира слышать, не просто послушать, а услышать. Нам интересно. И мы уйдем с конспектом в открытые двери, которые нам, что бы ни говорили про закрытость дверей для белорусов, для нас открыто гораздо больше дверей, чем мы в них заходим. Вопрос Ты думаешь, что сейчас это так? Я думаю, что они закрыты, даже если они закрыты не на замок. И в нашем сознании скорее, чем... Очень основной вопрос. То есть образ наш должен быть проактивным. Нам очень сложно его генерировать, потому что мы варились в котле, у нас не было глобального соприкосновения, мало кто учился за границей, мало кто путешествовал. При этом по потенциалу белорусское общество варилось не просто в кастрюле, а в мультиварке под давлением. И в этой мультиварке каждое волокно белорусского... Согласен?
Я говорю, не готов. извини, я знаю твое отношение к Мультиваркам, я к считаю, мультиваркам. это удивительное приспособление. Но Популярное только у нас. То есть в Польше, например, не очень знают, что такое мультиварка. Там мультикукер не есть на всех языках в Википедии. Но у нас это такая, как кухонная какая-то... Чудо. Икона. Ну да, какая-то вот вещь. это очень сложно. Пример Венгрии, Польши дает нам, показывает, что не все так просто. Как это можно вывести девушку из деревни на деревню. То есть много людей, которым очень сложно перестроиться в новый майндсет, глобальный. До сих пор здесь, скажем так, вот недавно в Варшаве люди доказывали остальным, что надо двигаться вперед. Получается, что это порождает турбулентность, но не об этом. Так вот, наш образ в мире остро нуждается в фейслифте. То есть мы должны учиться, мы должны заходить тусоваться, мы должны ездить на Burning Man, мы должны курить то, что легально в тех странах, где мы находимся, мы должны общаться с местной богемой, элитой, дружить с селебрами, мы должны знать кого-то со школы или наши дети. И только таким путем мы начинаем понимать, как мы можем экспансировать. Знаешь, удивительная вещь. Я сидел и с моим другом Сашей, который недавно вышел из тюрьмы, к счастью, обсуждали как раз бизнесменов. Я вспоминал своих всех друзей-бизнесменов белорусских. И я пришел к тому, что это очень симпатичные люди. Прямо очень симпатичные. То есть и с ними хочется общаться, и с ними комфортно. Это другие люди. Потому что в 90-е это были совсем другие люди. Это была такая какая-то такая благородная отрыжка социализма. Да? То есть какая-то очень странная и очень путанная. Потому что вот все эти наши красные пиджаки, вот эта вся эта лабуда, оно как бы все такое. А сейчас это нет. Сейчас это люди со своими увлечениями, глубокие, умные, читающие. Материал хороший. И это продаваемо. Продаваемо. Но чтобы это было продаваемо, это нужно либо упаковать, либо подкрутить. Как это сделать без инвазии? Потому что вот это наша философия, нам дай свободу, мы опять создаем иерархии, опять создаем номенклатуру. И опять назовем монополией. Культура конкуренции, то есть тем, кто берет на себя функцию регулятора, тем, кто, скажем так, рефери в футболе, он не играет в команде, он обеспечивает правила, и зрелищность лиги становится зрелищной, когда команды соревнуются по равным правилам, но соревнуются. И вот это, значит, первое, философия регуляторов, то есть кто-то должен обеспечивать белорусским бизнесом, группам, ассоциациям клэш, соприкосновение. В этом рождается весь секс. Второе, самим белорусским предпринимателям нужно учиться, нужно перекалибровывать. Пресловутая айтишка, да, которая стала там чуть ли не гордостью и уж точно стала достоянием Заибицкой, да, то есть как бы вот прям она выросла. Любой страны мира. Да. И вот вопрос. Эта айтишка, она родилась, вот у меня меньше всего желания думать, что это из-за ПВТ. Да? Потому что ПВТ это какой-то просто чуть ли не коррупционный механизм. Вот если так по большому счету брать, это такая, вот вам синекура там вот этим людям, а вы делаете, а этим, вот кому мы выберем, тем меньше налогов. Это надо было по логике делать было на всю страну. Если в стране красивые девушки, то то, что эдиктом или указом им разрешили знакомиться с мальчиками, не сформировало красивую нацию. То есть традиция белорусской айтишки гораздо глубже. То есть мультикультурализм, у нас никогда не били умных. Да. Второе, на базе Беларуси в составе империи был один из кластеров наукоемких. То есть это кибернетика, airspace, там, оптика. РТИ. Который дал РТИ, который дал школу, хоть какого-то культа этих знаний. Понятно, что это все мы очень много потеряли безвозвратно, но белорусская айтишка происходит в том числе из этого. Вань, у тебя не было желания вместо клининга пойти в IT? Было, и до сих пор есть. Я восхищаюсь людьми, которые пишут код, делают технологические продукты, потому что мир стал замечательный, что их можно быстро масштабировать, и ты, делая продукт в Минске,
им могут пользоваться Ну смотри, в любой стране мира, и для меня всегда меня это поражало, и это для ты меня очень как бы энергоемкий удивительно. человек. Ты куда направляешь энергию свою, у тебя получается. Даже ты добился отчисления из школы, и из Белсата, и откуда еще? Из армии. И из армии. Да. Вот если бы ты направил это в IT, у тебя бы точно так же все получилось. Ну, это очевидно, на самом деле. Главный вопрос идеи, а упорство ты и так в своем клининге делаешь. А почему не было выбрано IT? Я туда собираюсь вообще. То есть это не то, что не было выбрано. Ну, не так просто взять и сделать IT-компанию. Как бы, Ну, понятно, как очевидно. и любой бизнес. То есть если бы достаточно было просто желания, наверное, я бы это уже сделал. Это та дверь, которая для тебя открыта. Да, мне хотелось бы заниматься цифровыми продуктами. Они очень связаны с клинингами, потому что мы все равно работаем онлайн в интернете. Мы придумали как бы много всяких механизмов, которые упрощают нам жизнь, и мы бы хотели их продавать. ПВТ – это хорошая история, да, и она создана не потому, что в Беларуси хорошее образование. ПВТ Вопрос это налогов. хорошая история. Да, Это как бы налогов. вопрос Но понимаешь, налогов. чем хорошо цивилизованное государство, оно создает ПВТ для всей страны. Да. А тут вообще-то мы для избранного. Это целый отдельный разговор, да, про преференции, про свободу. Абсолютно. Это надо приготовить стейк еще. Две проблемы у белорусского предпринимателя. Она до сих пор актуальна. Это дико маленький рынок, потому что ты можешь быть сколько угодно умный предприниматель, но если рынок лимитирован, ты там и сваришься. Тебе не хватит бюджета, ты будешь в ловушке бедности. Саш, смотри. Меня дико раздражает, когда кто-то произносит: Беларусь – это маленькая европейская страна. Ну, скажите это австрийцу тоже. Он там тоже 10 миллионов, а по географии это еще меньше. Есть компромисс. Это маленькая европейская страна, большая европейская страна с маленьким рынком. Так тоже бывает. Подожди, но в Беларуси мало денег, но в этом была магия IT белорусского, что они продукты, которые начинали, не было смысла их выпускать на белорусский рынок, он вообще маленький. То есть их сразу начинали тестировать на глобальный рынок. И это типа был классный момент, потому что, например, многие российские IT-бизнесы, они думали так: у нас типа 150 миллионов, сколько их там этих россиян, 130, в этом смысле, да, мы попробуем у себя, и они никогда не выходили работать в другом мире, потому что не хватало энергии. Мой знакомый бизнесмен из Литвы, который живет в Паланге, он контролирует половину литовского рынка, средств против насекомых и так далее. И мы сидели как-то, и он говорит: мне бы на белорусский рынок выйти 9 миллионов человек. То есть я понимаю, что для литовца, который живет в стране, где там 2, учитывая всех уехавших, да, 2, а тут почти 10, ну для него это скачок Средства против невиданный. насекомых – это актуально. Да. Но примеры рынка, кому-то и белорусский, и российский рынок. Вообще Беларусь как бы жила рядом с большим рынком, и мы могли работать в России. Но вопрос, тот рынок, на котором работают люди, он и формирует этих людей. И если мы работаем... Мы просто не знали, что туда нужно везти стиральные машины и унитазы. Видишь, только Украина это показала. Ну, кто-то возил, я думаю. Ну, наверное. Но смысл, нет хорошего или плохого ответа в бизнесе, нет хорошего или плохого бизнеса. Ну, есть какие-то коридоры, но главное, эта энергия, ее невозможно контролировать. Она всегда будет, ее надо просто не гасить, ее надо расстреливать, их не надо там ссылать в Сибирь. И оттуда появляется синергия уже с остальными, с умными, с талантливыми, и, там, культурными и так далее. Я вот убежден, что нужно воспринимать даже тем, кто внутри страны или вне страны, это все равно все белорусы. И нужно воспринимать тех, кто уехал, как будущие мосты для масштабирования. Потому что это ведь огромное количество мостов. Это уже такое... И здесь появляются два момента. Если мы начинаем всех убеждать, что надо, не знаю, белорусскому бизнесу за границей обклеиться цветами, флагами любого цвета, любого. Какое дело местным? Ну, окей, какой-то период. Но на самом деле это бизнес. Это локальный бизнес, который платит локальные налоги, нанимает людей, скорее всего, и партнеры местные. Но белорус, который ведет этот бизнес, может быть полноценным патриотом, знать историю своей семьи, воспитывать своих детей в культуре народа, в ценностях, не поступать плохо. Он белорус. И тогда это бизнес, который ведет белорус. И это становится гармоничной историей. Если мы видим это так, то мы становимся неубиваемыми. То есть мы можем быть где угодно.
Мы учимся, мы впитываем знания. И за счет того, что мы сохраняем горизонтальные связи Беларусь, мы сформируем постепенно гребницу, где бы она ни была. Абсолютно. И это уже вне политики, это про то, как живут люди. А люди, когда объединяются, они сами себе формируют политику. Потому что политика – это правила игры. Тут даже Армения вообще живет за счет диаспоры. Потому что диаспора больше, чем метрополия. Да? То есть, и у них тоже хватает своих звезд. Там, и эту историю мы уже вертикалью, любой, даже самый правильный, мы не исправим. То есть через адекватных людей, которые умеют общаться, взаимодействовать. Малый и средний бизнес. Да? То есть, та платформа, которая позволяет стране не испытывать стресса. То есть, если оно развито, я вот убежден в том, что нужно дать всем зарабатывать. Вот сколько вот столько или вот столько, вот просто наешьтесь все. Налоги платите, все. Меня больше ничего не интересует. Первое, наверное, чему нам всем стоит научиться, это осознать ответственность за свою собственную жизнь. И это ключ к успеху белорусов как предпринимателей в горизонте много-много лет. И наши политики должны, скажем так, мы должны сначала посмотреть, насколько счастливы у них отношения в семье. Соответственно, мы тогда понимаем, могут ли они осчастливить большее количество людей с точки зрения построения системы. Бизнес, насколько он системен, зрел, какие у него планы и так далее. Но начинается это все равно со своего мироощущения, потому что счастье, нам всем белорусам нужно счастье. И мы несчастны до сих пор, но мы должны понять, что мы счастливы только тогда, когда любые сложности, такой хороший, добрый белорусский стоицизм. То есть, что бы с нами ни происходило, я в силу своего первого образования, я насмотрелся такой жести и работал с этой жестью. Поэтому мы все постоянно, мы живем для того, чтобы сталкиваться с нерешаемыми проблемами. В итоге самые нерешаемые проблемы. Поэтому если белорус расслабится и поймет, что все это борьба, и нам надо бороться и быть счастливыми при этом, вот тогда у нас сразу все чакры расслабляются. И мы начинаем просто думать о том, вот когда мы не проецируем это на бизнес, не душим из нашего бизнеса счастливый мир, сделать вселенную лучше, а понимаем, что бизнес. Задаем себе главный вопрос, зачем нам это дело? Работа, поступление в мединститут, игра на сцене. Для чего? И когда мы понимаем, для чего нам нужны деньги, потому что все остальное у нас есть, то мы более качественно можем жить остальную жизнь. И вот это вот умение управлять, строить. Эти традиции, они были, но Советский Союз, репрессии, с войны вернулись не все. Большинство белорусов выращено однополыми браками, бабушка и мама. И вот мужские традиции, отцовские традиции, передача знаний. Вот очень много всего поломано. И, наверное, самый короткий путь и для предпринимателей не только, это восстановить вот эти внутреннюю формулу. Дальше мы будем уже на голову выше всего мира, потому что у всего мира вот такой проблемы так не стоит. А мы за счет вот этого бенчмарка можем срезать угол, и дальше мы красавчики. И остается только заниматься культурной дипломатией, как делаешь ты, потому что и бизнесовой дипломатией. Потому что культура и бизнес, кстати, это самые близкородственное скрещивание. Спасибо, что вы попробовали этот суп. Надеюсь, сейчас доедите. Мы сейчас его доедим. Да. И Ваня Шила и Александр Маслов были с нами. И это очень было, по-моему, мы перетерли какой-то очень важный вопрос. Мне кажется, что людям будет важно об этом услышать и ваше мнение. Спасибо огромное. Спасибо. Знаете, когда моя супруга была маленькой, ей было 12 лет, и грянул Чернобыль, и все пытались что-то делать, как-то помогать детям, которые были эвакуированы из Чернобыльской зоны. Она напекла пирожных, принесла их ко Дворцу спорта и продала. Советский Союз еще был на дворе. А эти деньги она отдала этим детям, которые были эвакуированы. Наверное, это и есть история ее предпринимательства. Наверное. Не могу сказать, что она стала предпринимателем, но, по-моему, это то юридическое восприятие, как оно должно работать.
Нашими героями гораздо лучше, если будут бизнесмены, какие-то предприниматели, люди, бабушки, которые торгуют цветами там на рынке. Вот это лучше гораздо, чем там мент, прокурор или какой-то махнарылый чиновник. Поверьте, точно лучше. А если говорить уже о взрослых людях, то, например, у нас есть подруга, ее зовут Марина, она живет сейчас во Франции. Когда-то она шила по-моему, в Смолевичах, она шила на фабрике по заказам западных компаний. И сейчас она живет в Париже, и она тоже шьет. Но шьет она для компании Louis Vuitton. Для новых коллекций она выполняет сложнейшую работу. Почему она во Франции? Почему никто не создал какой-то пошивочный кластер где-нибудь в Ивацевичах или в Микошевичах? Или еще у нас есть много разных названий, включая Лельчицы. Вот там бы сделать, и там бы работали наши девушки, а досуг они бы проводили в этих городах, которые были бы приятно построены для них. Вот, по-моему, вот это и есть все, вот эта история предпринимательства. Ну уж точно не про то, что деньги они набивают машину. Нет. Вот это и есть предприниматели. Хочу быть предпринимателем. Потому что есть что реализовать. А больше мне сегодня сказать нечего. Bye.